Повысить уровень кооперации между предприятиями региона, снизить себестоимость выпускаемой продукции, заместить импорт оснастки. Эти преимущества даст Ингушетии создание в регионе алюминиевого кластера, что стало одним из знаковых событий прошедшего года. Министр промышленности и цифрового развития Бадмат Дарджиев сообщил, что пул из 10 участников уже сформирован. В рамках проекта предполагается создание производства литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков, производство грязезащитных порогов, велосипедных рам, светильников. По прогнозам специалистов, при выходе на проектную мощность выручка от реализации продукции достигнет 150 миллионов рублей. В рамках проекта планируется создание 50 рабочих мест. Также в списке важных событий перезапуск завода по производству светового оборудования. Мы создали дочернее предприятие, открыли счет чистый в банке и трудоустроили туда вот как раз ребят, студентов, там 15 человек у нас сейчас работает. Каждую неделю у нас отгрузка происходит, более 500 светильников. Алюминий мы берем в Ряке. Я уже в курсе этого. Это, как бы я сказал... Оборудование полностью подходит, да? Оборудование, вот эту линию... А упаковки не берете? Упаковки заказываем. Ну, я понял, вопрос по картонажке. Вот это как раз работаете сейчас на ускорении картонажки. Где бы она не открылась, я думаю, это позитив. Бадмат Дарджиев также рассказал о реализации другого прорывного проекта – индустриального парка Джайрах площадью 31 гектар. Тут нужно отметить, что единственным акционером станет республика в лице Минпромсвязи региона. Сейчас разрабатывается бизнес-план, проектно-сметная документация. Планируется производство сухих строительных смесей, доломитовой муки, минеральной ваты, декоративного камня из доломита и тротуарной плитки. Годовой объем производства продукции составит 236 тысяч тонн изделий. Бадмат Дарджиев рассказал главе региона, что министерством уже сделано за прошедший год. Мы провели и конкурс. Ежегодно у нас проводится лучший водитель такси. Призы, грамоты определили, победителю, все положено. Дозор М3, мобильный комплекс. Сделали? Да, в целях обеспечения. Сколько? 3? Один мы пока купили. Сейчас Минавтоплощадку подготовил в районе Сунжи под весогабаритные весы. Там уже Ространснадзор проработал. Еще 2 площадки от них ждем, Карабулаки и одного в Малгобеке. А там через Курб, который идет через Малгобек? Да, где региональные трассы. Хорошо, хорошо. Также в регионе планируется создать первый IT-кластер с гостиничным комплексом и автостоянками. Установлена налоговая ставка в размере 2% для организации IT-компаний и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Эти меры открывают возможности для привлечения в республику иногородних IT-компаний и вывода из тени местных IT-производителей. Глава региона поручил в кратчайший срок совместно с Минтруда, Минэкономразвития, Миноборнауки республики разработать и представить развернутый план подготовки специалистов для каждого предприятия региона на базе 20 колледжей. Прям штучно готовить для каждого предприятия. Этим займитесь. В этой части мы эту работу уже начали. Мы собрали со всех промышленных предприятий их потребности в кадрах. По колледжам передали, со всеми мы на связи. Они сейчас прорабатывают как раз таки. Так нужен анализ. Промышленность у вас, вы знаете, где что. Да. И надо с Минобразованием переговорить. А зачем нам 20 колледжей? Давайте уж будем готовить. Конкретно был металлургический техникум. Вот он говорил для металлургического завода. Там 20 тысяч рабочих. Вот туда все шли. Целые династии были. Также авиационный техникум, да. Ранее глава региона поддержал инициативу руководителя Минцифры по созданию образовательного центра подготовки специалистов в области финансовых технологий на базе строящегося IT-парка в республике. При реализации проекта планируется использовать имеющийся опыт в сфере криптомайнинга и конвертации цифровых валют, а также регулярно привлекать спикеров и экспертов. Глава региона уверен в том, что в самой ближайшей перспективе такие сотрудники будут востребованы во всех отраслях экономики страны. Муслим Ганиев, Новости 24.